Спустя месяц после выборов в Госсовет Коми политические партии подводят предварительные итоги. И в первую очередь кадровые. В частности, все ключевые посты в региональном парламенте ожидаемо заняли представители «Единой России». Тем самым партия власти взяла на себя повышенные обязательства за все решения, принимаемые в главном законодательном органе Коми. Представители остальных партий от своих инициатив, впрочем, не отказываются. О ближайших планах парламентариев узнал Алексей Корчма. Председатели, его заместители и все комитеты у «Единой России». Для других парламентских партий возможно такое распределение руководящих постов в Госсовете и видится несколько несправедливым, но вполне оправданным. По итогам выборов единороссы получили большинство голосов избирателей и в итоге 20 депутатских мандатов. Действительно, «Единая Россия» заняла все руководящие посты, за что некоторые нас критиковали, но хочу сказать, что таким образом мы все-таки подчеркнули, что партия «Единая Россия» берет на себя и повышенные обязательства, потому что за ситуацию, которая непростая, прямо скажем, складывается и в стране, и в республике, надо брать на себя ответственность и решать те вопросы, которые поступают по существу ежедневно. За «Справедливой России» в Госсовете постоянная комиссия по вопросам ЖКХ. Как и в прошлом созыве Госсовета, ее возглавила «Справедливо-Рос» Татьяна Саладина. Почти сразу она включилась в работу, организовала прием граждан по личным вопросам. У нас проблема связана по адресу Карла Маркса, 184. Так как мы там проживаем, у нас куча проблем. За 5 лет в Центр защиты прав граждан партии «Справедливая Россия» за консультациями обратилось более 7 тысяч человек. Проведено 800 семинаров по разъяснению положений жилищного кодекса, говорит Татьяна Саладина, обосновывая выбор коллег-депутатов, направивших ее в Комитет жилищно-коммунальной направленности. Были приняты решения сегодня о организации бесплатного питания учащихся 1-4 классов. Но надо сказать плюс, что в нашей республике такое решение было принято еще в 2011 году. А с 1 сентября 2020 года мы получаем на это субсидии из федерального бюджета. Поэтому сегодня также продолжаются рейды, как организовано данное питание. КПРФ, представленная в Госсовете 4 депутатами, планирует реализовывать собственную повестку, заняться вопросами экологии и межбюджетных отношений. С учетом того, что у нас достаточно крупные фракции и в Государственном совете Республики Коми, и в советах муниципальных образований городов и районов. Естественно, в каждом из этих советов наша депутатская группа или фракция, она взаимодействует с органами исполнительной власти. Соколы Жириновского, получившие в региональном парламенте 3 депутатских мандата, также активно готовятся к новому политическому сезону. Ими создана фракция, и на ближайшем совместном партийном заседании будет определен круг наиболее важных для рассмотрения вопросов. В новом созыве впервые за всю региональную парламентскую историю по одному мандату получили представители партии «Родина» и «Зеленая альтернатива». Первая запомнилась активной избирательной кампанией и тем, что провела в Госсовет российского социолога Максима Шугалея. К слову, именно «Родина» по итогам выборов получила право участвовать в думской кампании по упрощенной схеме, без предварительного сбора подписей, как и другая партия-новичок «Зеленая альтернатива». Ее региональный лидер Виктор Бетехтин в Коми-парламенте намерен сосредоточить усилия на решении экологических проблем, а для этого готов идти на компромисс с представителями других партий. Мы хотим усиливать именно экоповестку, решение экологических проблем в Республике Коми. У нас они, как мы говорили ранее, они колоссального количества. Поэтому нам нужно с этим больше работать. Законопроект, который мы будем выдвигать, все-таки это будет касаться именно рационального потребления, все-таки изменения экологической повестки по республике. ШС у нас выключился, но если мы берем мусор по Республике Коми, это все равно проблема глобальная. Для нас это будем решать, потому что у нас нет даже там мусоросортировочных заводов, ничего такого нет. Поэтому тоже нужно как-то с этим законопроектом выходить, чтобы хотя бы у нас потихоньку именно вот такие зеленые заводы создавались. Следующее заседание Госсовета Коми состоится 20 октября. В анонсированной повестке 40 вопросов. В том числе продление налоговых каникул, рассмотрение бюджета территориального ФОМС на 2020-2022 годы, вопросы деятельности комиссии по делам несовершеннолетних. Депутаты рассмотрят проект постановления о создании постоянной комиссии по вопросам в области здравоохранения, физической культуры и спорта. Предполагается, что ее возглавит единорос Андрей Климушев. Кроме того, будут рассмотрены поправки в закон о социальных выплатах на строительство или приобретение жилья и законопроект об учреждении в Коми новой государственной награды ордена Ивана Павловича Морозова.